Меня зовут Андрей Быстрицкий. Я член Академии, Российской Академии Радио, ответственный за Международный форум русскоязычных вещателей. И с большим удовольствием испытывая чувство волнения и гордости, я хочу сказать, что наш очередной Международный форум русскоязычных вещателей, который проходит в Москве, можно считать его открытым, он открылся. И у нас сейчас, так по традиции, некоторого рода церемония открытия. Вот. Я не думаю, что она будет очень длительной, хотя, наверное, совсем короткая она тоже не будет. Дело в том, что радио великая сила. Но вот сейчас в кулуарах, во время подготовки, так сказать, вот в ожидании начала конференции, один из коллег, присутствующий в зале, сказал, что, в общем-то, радио, наверное, уже нет, и не стоит о нем говорить, потому что есть аудио, как сказал коллега, аудио, действительно, создание, также можно говорить и про телевидение, что есть создание видеоконтента и дальнейшего распространения разными техническими способами, есть создание аудиоконтента, распространение разными способами, более того, контент может создаваться самый разный. Вот. Но в некотором смысле я не совсем до конца согласен. Дело в том, что мир сущности, мир реальности устроен более сложно. И, конечно же, наверное, того традиционного радио, так сказать, которое там на длинных волнах распространялось с таким заунывным потрескиванием по всему миру, такого радио, наверное, уже нет, хотя оно может быть технически, но, тем не менее, некая специфика, некоторая особенность, которую можно назвать радио, она сохраняется. Радио – удивительная вещь. Я его в чем-то люблю больше, чем телевидение, потому что радио лишено идентификации с образом, радио очень интимно, радио очень проникающее, и радио очень-очень быстрое. И более того, в отличие от очень многих других вещей, радио по-прежнему распространяется с помощью волн и хорошо себя чувствует. Вот, и не только в России. И вообще радио, как бы оно ни внутри себя не трансформировалось, все равно сохраняет некоторую обособленность и уникальность. И тем более это важно для того радио, которое мы называем русскоязычным вещанием по всему миру. Это очень любопытный феномен, очень интересный и тоже на свой лад романтический, вызывающий, во всяком случае, чувство гордости, сопричастности и солидарности. Но не буду больше утомлять вас длинным открытием. Я хотел бы пригласить на сцену для приветственного слова Юрия Алексеевича Костина, вице-президента Российской Академии Радио, директора ГПМ «Радио» и вообще великого человека, известного по всему миру и замечательного до предела. От великого слышу. Спасибо. Насчет великого ничего не думайте, я так не считаю пока. От всей души приветствую делегатов нашего форума. Хотел передать добрые пожелания и пожелание удачного мероприятия от Андрея Юрьевича Романченко, который сегодня на задании, занимается государственными делами, и от всех наших коллег, от всех академиков Российской Академии Радио, которые очень счастливы, что мы умудрились уже который год умудряемся проводить такое важное мероприятие. Вот сейчас со мной разговаривали корреспондент одного замечательного телеканала, и, кстати, очень важный момент, я абсолютно согласен с тем, что сейчас было тут сказано, когда мы слушали Андрея. Телевидение мы любим только тогда, когда оно нас показывает. Но и телевидение, и радио – это часть большой экосистемы, без которой, конечно, жизнь сложно представить. Насчет аудио я бы тоже сильно подискутировал, потому что радио – это не просто форма и способ передачи информации или музыки. Это для нас, для всех, кто занимается радио, это образ жизни, это своя собственная философия. И это то, что можно просто назвать одним словом «любовь». Потому что тот, кто не любит радио, никогда не поймет, и радио само его не пустит к себе близко. И не научит его работать так, как делает это большинство моих замечательных коллег. Мне бы хотелось повторить то, что, опять же, на днях мы говорили и о чем обсуждали с коллегами, что такое русскоязычное вещание за рубежом. Хотелось бы, чтобы это не было цепью разрозненных энтузиастов. Безусловно, в нашем непростом мире любое объединение, тем более на базе каких-то структур Российской Федерации, может вызвать не только удивление, но и какое-то противодействие со стороны местных структур, там, где приходится работать и вещать.
Я сейчас говорю про творческое объединение. Я говорю про то, как мы можем взаимно помогать друг другу, и как люди, которые работают вдали от Москвы, вообще от России, могут нас научить разговаривать на правильном языке с теми, кто давно уже не имеет возможности или редко имеет возможность прикоснуться к тому замечательному чуду, которое называется Россия, к тому чудесному, неповторимому языку великой классики, языку, на котором мы с вами общаемся. Достаточно 2-3 слов, чтобы понять в любой ситуации друг друга, независимо от того, где мы живем и где мы работаем. Поэтому я считаю, что нам в следующем году нужно еще более в практическую плоскость привести наше взаимодействие. Мне бы очень хотелось бы пожелать всем нам творческих союзов, каких-то единых передач, которые бы объединяли нас. И в этом смысле мы готовы вам помогать. Для меня очень большая радость и честь то, что вчера удалось провести экскурсию в ГПМ радио. Мы показали вам наши студии. Вы знаете, для нас это тоже очень большая гордость, вызывает чувство гордости и счастья, потому что я уже отмечаю в этом году 32-й год своей деятельности в сфере радиовещания, и только буквально недавно у нас появились такие студии. Мы шли к ним очень долго. На самом деле не очень важно, из какой студии вещает радио. Возвращаясь к высоким технологиям, могу сказать, что, имея смартфон, ты можешь вбрасывать в мир любую информацию. Просто через какое-то время это станет очень сильно неинтересно, потому что сотни миллиардов контента, которые существуют сейчас в том же интернете, они превратили нашу жизнь в какой-то жуткий хаос. Когда у тебя сразу одновременно с утра, открывая, так сказать, браузер и просыпаясь в руках с телефоном, ты видишь огромное количество так называемых правд. А правда, она, в общем, одна. И как в этом разобраться? В этом смысле радио имеет очень большое значение, потому что радио не навязывает тебе ни картинку. Радио можно легко выключить. Раньше телевизор-то выключить было практически невозможно. До него надо было еще дойти. А когда появились пульты, они обычно не работали. Радио выключается очень легко, оно близко, оно всегда с тобой, оно мобильно, оно всегда было рядом с человеком с того момента, как оно появилось в автомобиле. И наша, конечно, задача – это творческая составляющая. Поэтому я считаю, что самой главной целью нашей совместной работы будет следующее. Мы должны гордиться русскоязычным вещанием, на какой бы территории оно ни проводилось, потому что мы просто не имеем права работать некачественно. Добро пожаловать к нам всегда за любыми технологиями, производство программ, общение с нашими специалистами. И, собственно, я тоже ваш товарищ и коллега, потому что мы с вами знаем этот большой секрет, который называется радио. Я очень благодарен нашим почетным гостям за то, что они нашли сегодня время прийти к нам. Это говорит о высоком авторитете Академии радио, чем я очень сильно горжусь и очень этому доволен. Спасибо большое, удачного дня, удачной работы. Спасибо большое. Это работает? Работает, да. Я с огромным удовольствием хотел бы попросить подняться на сцену и сказать несколько слов Леонида Леонидовича Левина, председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. То есть того человека, от которого зависит, можно сказать, будущее той среды, в которой будет развиваться радио. Прошу вас. Спасибо большое. Спасибо большое за приглашение. Очень приятно присутствовать на этом мероприятии. В своей речи я в том числе вернусь к тому, о чем сегодня говорилось. От лица Государственной Думы я рад вас всех приветствовать на 5-м международном форуме публичных вещателей. Здесь действительно собрались те, кто любит русский язык и русское литературное наследие, кто взял на себя благородную миссию по расширению ареала русской культуры, сохранению духовной связи соотечественников, живущих за рубежом нашей исторической родины, но при этом сохраняя с ней коммуникации. Работа каждой из ваших станций консолидирует говорящих по-русски в самых разных странах мира, позволяет им оставаться в языковом пространстве Отечества. Живой русской речью вы позволяете старшему поколению сохранять свою общность, а молодежь
приобщаете к языку их родителей, напоминаете им о связи со своими корнями. В эпоху глобального проникновения интернета и бурного развития сетевых медиа роль традиционных СМИ постепенно отходит на второй план. Однако радиовещание стабильно удерживает интерес слушателей, грамотно используя свое главное преимущество – удобство и комфорт для восприятия аудитории. В то же время цифровые технологии дают радио новые возможности. Это и переход на цифровой формат вещания, новые подходы к организации работы студий, возможность одновременной работы из разных мест планеты и многое-многое другое. Следует признать, Россия продолжает находиться в сложной международной обстановке. Некоторые западные политики продолжают агрессивную риторику, направленную в нашу сторону, используя тяжелую артиллерию в виде крупнейших международных транснациональных медиахолдингов. Нам навязывают информационную войну, в которой пытаются проложить линии фронта в сердце каждого, кто ощущает свою принадлежность России по происхождению, культурному коду и общности интересов. Форум, на который мы сегодня собрались, уникальная возможность не только вживую встретиться с коллегами из разных стран, но и достичь новых договоренностей с отечественными медийными холдингами. Работа русских радиостанций – это еще один из путей информирования зарубежных сообществ о событиях, происходящих как в нашей стране, так и о тех, в которых Российская Федерация играет ключевую роль. Для нас поддержка русскоязычного радиовещания по всему миру – важная нить, связывающая нас с зарубежными соотечественниками и один из каналов взаимного культурного обогащения и пространства развития многосторонних гуманитарных связей. Здесь шла дискуссия по поводу аудио. Я как раз с участниками и коллегами хотел бы согласиться. С моей точки зрения, радио – это не просто аудио, не просто возможность передачи данных, как говорил сегодня здесь Юрий. Это совершенно другая уникальная вещь. Музыку мы можем включить и сами себе. Поговорить с друзьями, если нам не с кем поговорить, мы можем. Радио мы включаем для получения информации, возможностей различного интерактива, то есть той самой модерации, которую осуществляете именно вы. И в этом вы уникальны, и в этом вы отключаетесь от всех других возможных стримов, которые тоже создают, конечно, конкуренцию, но все равно люди снова и снова включают любимое радио, чтобы услышать и голоса ведущих, и любимую музыку, и те передачи, к которым они привыкли. Готовя свою речь сегодня, я думал, а что же мне сказать с точки зрения парламента, с точки зрения нашей работы. Посмотрели наш пакет законопроектов, который есть у нас, и поняли, что для радио у нас ничего нет. И это хорошо. Мы не лезем в индустрию, когда в этом нет необходимости. Мы считаем, что на сегодняшний день индустрия настолько эффективна и самодостаточна с точки зрения внутреннего регулирования, что дополнительные законодательные корректировки, необходимость в них отсутствует. Единственное, что мы делали и продолжаем делать, и мне кажется, это важное направление по защите прав радиостанций, интеллектуальных прав, это борьба с интеллектуальным пиратством. Онлайн-пиратство, когда, соответственно, все ваши эфиры выходят не на ваших волнах, в том числе и в интернете. И эта борьба будет продолжаться. Мы будем создавать новые дополнительные возможности для всех вас, чтобы вы могли защищать свои права, как минимум, на территории Российской Федерации, используя то достаточно продвинутое современное законодательство, которое создано у нас для защиты интеллектуальных прав ваших компаний, ваших радиостанций. Желаем форуму удачной работы, новых контактов и успешного сотрудничества. Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо, Леонид Леонидович, особенно за вот это вот умное и трогательное напоминание о том, что законов про радио не предусматривается. То есть, а может быть и зря. Вот, но я хотел бы с огромным удовольствием попросить Марию Владимировну Захарову, официального представителя МИД России, директора Департамента информационной политики МИД РФ, сказать несколько слов. Мария Владимировна не нуждается ни в каких представлениях и находится сразу во всех мирах, и русскоязычных вещателей за рубежом, и России здесь. В общем, не буду отнимать время. Спасибо. Спасибо. Так меня еще никто не представлял. Вы знаете, мне тут подготовили, как всегда, очень умные слова. И у меня такая дилемма: либо умными словами, либо своими. Обычная история.
Я, вы знаете, хочу сказать, что, безусловно, повторяться и говорить все то, что было сказано, и про то, что форум объединяет специалистов, и то, что на полях есть возможность обменяться опытом и мнением, и то, что роль радио как средство массовой информации и как средство массовой коммуникации, которое все время генерирует и новые идеи, и новые формы, и при этом еще и мутирует хорошо, я не буду, потому что все это было сказано. Я скажу о том, почему я перешла на, вот как сегодня говорилось относительно у кого есть телефон и так далее, вот почему я отказалась от привычных мне моделей телефона и перешла на другие модели телефона достаточно поздно, потому что в них был радиоприемник. И те формы, и те модели телефонов, которыми я пользуюсь сейчас, к сожалению, там есть интернет, радио. То есть есть подборка радиостанций, можно их закачать и слушать через интернет, но там нету того самого любимого диапазона, к которому я привыкла. И это был очень полезный для меня момент перехода на новые платформы. Потому что это вопрос не только привычки, это вопрос свободы. И диапазон, разные диапазоны дают тебе ощущение такой абсолютной свободы, свободы выбора. И когда тебе предлагается новая платформа, новая технология, в которой вот этого самого нашего и не только нашего диапазона нет, ты чувствуешь себя уже неуютно, тебе чего-то не хватает. И второй момент, который я хотела бы сказать, очень интересный, тоже связан со мной и с радио. Что такое радио? Конечно, он начался как обозначение формы доставки информационного продукта, а потом превратился в целый жанр. И поэтому, когда мы сейчас рассуждаем, что есть радио, мне кажется, все очень просто. Начало было положено и как обозначение формы доставки, формы распространения информации, а потом это переросло в целый мир. И сегодня уже этот мир объединяет в себе и новые информационные коммуникационные технологии, и новые содержания, и виды, в том числе, я думаю, или жанры на грани искусства, потому что, безусловно, это сродни и лицедейству, и театральному искусству. Здесь все вместе переплетено. Но, конечно, для меня в первую очередь радио, если мы говорим о жанре, о всеобъемлющем значении этого слова, это смысл. Почему? Об этом господин Костин сегодня говорил. Потому что это содержание в чистом виде. Тебя ничего не отвлекает от получения именно смысловых данных, смысла. Еще раз говорю, при всем многообразии сегодняшней подачи самое главное все-таки ты сразу получаешь смысл. Что произошло со мной? Вначале мой выбор именно радио был определен тем, что мне не хотелось, чтобы на мое восприятие оказывало влияние визуальная картинка, либо еще какие-либо другие средства и приемы, которые обкладывают эту информацию и лишают тебя возможности получить непосредственно смысл. Но потом я начала работать, и моя работа была тоже связана со смыслами. И чем больше моя работа была связана со смыслами, тем больше мне хотелось получать от радио не смыслы, а музыку. Все должно быть в гармонии. И это тоже очень интересный момент того, что радио дает возможность, не переходя к манипуляции, но гармонизировать восприятие человеком информации. Это очень важный момент, и другие формы, они не дают такой возможности. То есть ты можешь чередовать получение смысла с определенным видом разгрузки, разрядки, отдыха. Это очень важный момент в современном мире, где каждый второй, если не каждый первый, думает о том, как же все-таки найти баланс между напряженной работой и возможностью
отдыха, расслабления. И мы все прекрасно знаем, что это не так просто сделать. Поэтому это огромный мир, это многообразный мир. Это мир, который подарил человечеству и прекрасных ведущих, и фантастических журналистов, и новые технологии в том числе. Это мир, который в нашем же мире объединяет огромное количество людей, как по профессиональному признаку, так и любителей радио, ценителей радио. Безусловно, международные отношения и радио, они теснейшим образом связаны. Мы знаем, что не везде можно донести информацию на сегодняшних скоростях и сегодняшними средствами доставки контента в виде телевидения, телевизионного сигнала или интернета. В некоторых точках мира и нашей планеты существует только радио. И с этой проблемой я познакомилась, когда работала в нашем поспредстве при ООН. Это было в какой-то степени для меня в том числе и открытием, когда я узнала, что то, куда может дойти радио, не может дойти пока ничто другое. И вот об этом нюансе нужно тоже помнить, когда нам рассказывают о том, что все, ну, знаете, радио, это уже не радио, это уже новый гибрид, да ничего подобного. Есть и остаются огромные, с точки зрения количества населения, с точки зрения потенциала развития, и в том числе ресурсов, территории, куда пробивается только радиосигнал. Банальный, простой, самый обычный радиосигнал, он туда может пробиться. И об этом тоже нужно всегда помнить. Эту роль радио нужно обязательно везде подчеркивать. А уж статистика Организации Объединенных Наций, она доступна, ее можно использовать. Вот, извините, такими, может быть, лирическими отступлениями от сути сегодняшнего мероприятия я хотела бы вас поприветствовать. Но мне всегда кажется, что лирика – это тоже хорошо. Тем более радио и господин Костин и вся его медиа-империя, они пронизаны лирикой. Так что вам удачной работы, мы на связи. Спасибо большое. Спасибо большое. И я хотел бы попросить Владимира Геннадьевича Соловьева, председателя Союза журналистов, так сказать нам несколько слов. Владимир Геннадьевич, а есть ли секция для русскоязычных радиожурналистов, которые живут и работают за рубежом? Вот я как раз об этом и хотел сказать. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости, дорогие друзья. Я вас приветствую от имени Союза журналистов России, крупнейшей в нашей стране и одной из крупнейших в мире творческих общественных организаций. И Союз журналистов России частично выполняет роль МИДа в наших международных отношениях, потому что у нас очень большие связи с нашими коллегами за рубежом, и я надеюсь, после сегодняшнего дня они еще расширятся, потому что совсем недавно на съезде, на юбилейном конгрессе Международной федерации журналистов, в который входит Союз журналистов России, было переизбрано руководство Международной федерации, и в том числе вице-президентом впервые в истории этой организации избран наш коллега, руководитель международного отдела Союза журналистов Тимур Владимирович Шафир. Вот он здесь присутствует. Вот. И я бы хотел, коллеги, попросить вас наладить отношения с нашим международным отделом, потому что мы хотим поддерживать связи с коллегами из всех стран мира, чтобы иметь возможность при необходимости осуществлять какое-то сотрудничество или даже помогать, если возникнет такая необходимость. Я тоже имею отношение к работе на радио. Много лет, когда я был корреспондентом Первого канала в Югославии, каждое утро я просыпался от телефонного звонка, и я понимал, что это «Маяк», и я выходил в прямой эфир радио «Маяк» и рассказывал о том, что происходит на югославских фронтах. И работа на радио, она, конечно, по-своему уникальна, и мы в Союзе журналистов стараемся все тенденции, все новшества, которые происходят в радиомире,
каким-то образом собирать и рассказывать об этом коллегам. В том числе мы будем это делать на крупнейшем нашем форуме, который через несколько дней начнется в Сочи. Это уже 23-й по порядку форум современной журналистики «Вся Россия», где у нас будет работать телевизионная гостиная, и будем, конечно, обсуждать проблемы и телевидения, и радио, и наших лучших радиожурналистов будем награждать разнообразными нашими призами. А вот Ирина Владимировна говорила про статистику ООН по поводу радио, я тоже ее посмотрел. ООН насчитывает в мире больше 50 тысяч крупных радиостанций и около 2,5 миллиардов радиоприемников. Но мне кажется, это немножко заниженные данные, потому что сейчас любой навороченный утюг может вещать в FM-диапазоне, а уж тем более из любого смартфона можно тоже сделать радиоприемник. И вот с этим, кстати, сталкиваются наши радиоколлеги, потому что понятно, что конкуренция интернет-радио, она составляет уже серьезную, может быть, даже сказать, угрозу для тех, кто вещает в обычных диапазонах. И я знаю, что крупные наши холдинги объединяются, чтобы понимать, как с этим жить, и что с этим делать, и как в том числе контент переносить и в интернет. Я надеюсь, что все постепенно получится. Мы живем в непростую переходную эпоху. Переход на цифру в телевидении уже у нас идет вовсю, в радио он задерживается, но тем не менее тоже думают о том, как это сделать. Я надеюсь, что через несколько лет все уже выстроится по-другому, в том числе и вещание, и обычное вещание, и интернет-вещание. И, конечно, вы сегодня об этом тоже сможете поговорить и обсудить все эти важные проблемы. Я от всей души желаю успехов сегодняшнему форуму, а вам творческих успехов, коллеги. Спасибо. Да. Коллеги, как видите, процедура открытия не была слишком затянута, и, мне кажется, настроение, которое в ней задано, очень существенно. На самом деле, я страшно признателен всем выступавшим на открытии, поскольку в реальности обсуждались те вопросы, которые надо обсуждать. Это судьбы современного радио, это судьбы радио русскоговорящего, это изменения в технологиях. Но все это, в общем, впереди. И большое спасибо. И у нас где-то примерно 10-минутный перерыв, и по расписанию в 11 часов начнется наша пленарная панель, где мы как раз эти вопросы чуть более подробно и обсудим. Спасибо.